Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туэр Пиров. В рамках 16-го заседания Таджикско-Казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству прошел Таджикско-Казахстанский инвестиционный форум в Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. На форуме приняли участие представители более 60 компаний и предприятий различных секторов экономики Таджикистана и Казахстана, а также представители министерств и государственных ведомств. В рамках форума также участники, принимавшие участие в видеоконференции, были ознакомлены с инвестиционными возможностями двух стран в различных сферах. Было отмечено, что в последние годы торговые отношения между двумя странами успешно развивались на всех уровнях экономики и политики двух стран. Участники сочли важным в полной мере использовать двусторонние возможности в экономической, торговой и транспортной сферах. Затем была проведена отдельная встреча представителей обеих сторон, на которой обсуждались торговые вопросы между представителями частного сектора. По итогам встреч и обсуждения вопросов между деловыми кругами двух стран были подписаны новые документы о сотрудничестве. Участники инвестиционного форума Таджикистана и Казахстана высоко оценили развитие двусторонних отношений и подписание взаимовыгодных соглашений и договоров, охватывающих все сферы экономического сотрудничества. Далее. За последние 4 года столица Республики Таджикистан стала местом проведения мероприятий высокого уровня. В связи с ростом экономики и проведением реформ в инфраструктуре и сфере услуг, а также расширением работ по благоустройству и строительству, 28 сентября 2018 года столица Республики Таджикистан Душанбе была объявлена культурной столицей СНГ в 2021 году. Подробности у Зумрат Файзиевой. Исполнительным органом государственной власти города Душанбе утвержден символ «Культурная столица Содружества независимых государств» в 2021 году. В нем отображены исторические и культурные объекты и достижения Таджикистана в период государственной независимости. В рамках Года культурной столицы Содружества исполнительным органом государственной власти города Душанбе разработан специальный план по проведению этого культурного мероприятия, который включает комплекс мероприятий, направленных на придание городу нового имиджа. На данный момент осуществляется реконструкция исторических памятников, продолжается благоустройство различных сфер города, создаются интересные туристические маршруты. Проект «Межгосударственная программа культурной столицы Содружества» реализуется с 2012 года. В настоящее время в Международный фонд гуманитарного сотрудничества входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан. Эта программа нацелена в первую очередь на создание благоприятного климата для объединения культурных потенциалов и расширения культурных связей между государствами-участниками СНГ, на создание почвы для экономического сотрудничества, развитие отдельных территорий и городов стран СНГ, повышение статуса Содружества на международной арене. Необходимо отметить, что в программе «Культурные столицы СНГ» примут участие все государства СНГ. Межгосударственная программа «Душанбе. Культурная столица Содружества-2021» призвана стать эффективным инструментом межгосударственного взаимодействия в сфере культуры, способствовать созданию благоприятного климата для экономического и политического сотрудничества государств, участников СНГ, а также гуманитарному, социальному, экономическому и инфраструктурному развитию и продвижению отдельных территорий и городов. Душанбе – столица Республики Таджикистан, город, расположенный в объятиях живописных предгорий в обширной изумрудной долине русла Бирюзовой реки. Эта местность, благодаря мягкому климату и географическому расположению, имеет очень древнюю историю в качестве места проживания и деятельности людей, и посредством автомагистралей, железных дорог и воздушного сообщения соединяет как физически, так и духовно все уголки региона страны. Величественные ворота, созданные в 4 направлениях столицы, олицетворяют традиции градостроительства и устойчивой системы градоуправления, благородные качества человеколюбия, братства и гостеприимства жителей столицы. Столица Таджикистана, как крупный, духовный, научно-образовательный и сервисный центр, имея благоприятные инфраструктурные условия, административные и жилищные здания, возведенные с высоким архитектурным искусством, являются местом благоустройства и озеленения, чистоты и красоты и высокой этики общения.
Город Душанбе, как административный центр страны и зеркало культурообразующей нации таджиков, год за годом становится все благоустроеннее и краше. В городе для развития физической культуры, развития здорового образа жизни, лечения и профилактики жителей и гостей созданы около 900 спортивных объектов и 310 медицинских и оздоровительных учреждений различного уровня, количество которых растет год от года. Одним из особых достижений периода независимости в направлении охраны здоровья и развития здорового образа жизни жителей города Душанбе является строительство и сдача в эксплуатацию медицинского комплекса «Истеклол» и дворца тенниса и водных видов спорта, которые не имеют аналогов в Центральной Азии. Они созданы по последнему слову техники и оборудованы передовыми технологиями. Душанбе является крупным интеллектуальным центром. Его символ государственности и мировой духовности воплощен в мемориальном комплексе национального единства и возрождения Таджикистана с памятником Исмоили Сомуни. Поистине Душанбе, как научно-культурный центр республики, стал беспрецедентно развивающимся и процветающим городом. Именно в Душанбе построен один из самых высоких флагштоков в мире высотой 165 метров. Яркой достопримечательностью города является Кохи-Навруз, который олицетворяет национальный колорит древнего и современного зодчества, тысячелетней истории. В городе имеются 9 музеев, в числе которых Национальный музей Таджикистана, Национальный музей древности, Музей этнографии, Объединенный мемориально-литературный дом-музей и дома-музея великих классиков и современных деятелей науки и культуры. Крупнейшей библиотекой не только города Душанбе, но и всей Центральной Азии является Национальная библиотека Таджикистана. Одной из главных особенностей города является создание скверов, парков культуры и отдыха. Сегодня в городе насчитывается более 60 парков и скверов, разбитых на площади 1080 гектаров. Парки культуры и отдыха имени Абуль-Касыма Фердауси, Садриддина Айни, Хаяма, Ахмадидо Ниша, Низомиддина Алишера Навуи, Восе, Молодежное озеро, Джавонон, парк имени Рудаки и парк имени Великого Куруша являются любимыми местами отдыха жителей и гостей города. Заметные социально-экономические достижения, стабильная политическая обстановка и мировое признание Душанбе превратило его в место проведения крупных, влиятельных саммитов международного и регионального уровней. Отметим, что провозглашение города Душанбе культурной столицей СНГ в 2021 году совпало с национальным праздником 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. В рамках подготовки к этому юбилею во всех городах и районах страны поэтапно реализуются планы благоустройства и строительства. Сегодня Душанбе является городом-побратимом с 18 городами мира. Город Душанбе – столица суверенного Таджикистана и научно-культурный центр древней таджикской нации, является гордостью для всех жителей Таджикистана от мала до велика. В течение всего 2021 года город Душанбе станет одной из главных площадок СНГ для проведения различных культурных мероприятий. Нью-Дели, Индия, был подтвержден в качестве принимающей стороны чемпионата Азиатской конфедерации бокса в этом году. Как сообщает Национальный олимпийский комитет Таджикистана, турнир пройдет с 21 по 31 мая 2021 года. За 2 месяца до Олимпийских игр столица Индии примет лучших азиатских боксеров. Последний чемпионат Азии по боксу 2019 года прошел в Бангкоке, Таиланд, где таджикский боксер Бахадур Усмонов завоевал золотую медаль. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!